На канале ОНБИР новости. Меня зовут Назика Тамбекова. Сегодня в выпуске. Больница в Сирии подверглась авиаударам. Как передают международные СМИ, погибло более 50 человек. Кыргызстан уже 6 месяцев в Евразийском экономическом союзе. Какие изменения произошли за это время, расскажем в выпуске. В России зарегистрирован первый случай заражения вирусом Зика. По данным российских СМИ, вирус обнаружен у туристки, прибывшей из Доминиканской республики. Об этих и других важных событиях расскажем в ближайшие минуты. Добрый вечер. Во вторник в Москве на станции Перова было совершено нападение на двоих граждан Кыргызстана. Один погиб на месте, передает Интерфакс. Пострадавшие были в возрасте 29 и 31 года. Выживший кыргызстанец находится в тяжелом состоянии в реанимации. Как передает Интерфакс, 23-летний нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело по смерти начальника СИЗО номер 50 Иманкула Тельтаева направлено в суд. По результатам экспертизы доказано, что смерть наступила в результате удушения, сообщает прокуратура. Напомню, Иманкул Тельтаев был задержан 12 октября 2015 года по делу о побеге заключенных из СИЗО 20 ноября. Он был найден повешенным в камере СИЗО номер 1. А в России зафиксирован случай заболевания вирусом Зика. Об этом передает сайт Роспотребсоюза. Вирус обнаружен у гражданки России, отдыхавшей ранее в Доминиканской республике. Всемирная организация здравоохранения предупреждала о возможности распространения вируса Зика в Европе. Вирус опасен для беременных женщин, вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга. Организация Объединенных Наций осудила и назвала нарушением международного права авиаудары по социальным объектам на севере Сирии. Бомбардировкам подверглись больницы, школы. Удары пришлись на районы, входящие в зону контроля США и Франции. В результате около 50 человек погибло. В настоящее время еще не выяснены виновники происшествия. Представители организации «Врачи без границ», а также турецкая сторона считают, что удары нанесли военные пилоты российской и сирийской армии. Тем временем посол России в Сирии Риад Хаддад, ссылаясь на источники с места авиаударов в эфире телеканала «Россия-24», заявил, что за событиями, произошедшими в провинции Идлиб, стоят американские военные. А тем временем министр обороны Исмет Йылмаз в парламенте страны назвал ложью сообщение о том, что армия Турции вошла в Сирию. Министр иностранных дел Сирии ранее обвинял Анкару во вторжении турецких военных на территорию страны. Правительство просило ООН рассмотреть вопрос о турецких обстрелах позиций курдов, находящихся на территории Сирии. Турция совместно с Саудовской Аравией обсуждают вопрос о проведении сухопутных операций на территории Сирии. Новости на канале ОНБИР. Со вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз прошло 6 месяцев. Отметим, что Кыргызстан присоединился в ЕС в период мирового экономического кризиса. Подробности далее. Сегодня на пресс-конференции вице-премьер Кыргызстана Алик Панкратов рассказал о положительных и отрицательных последствиях вступления страны в Евразийский экономический союз. Напомним, что наша страна уже 6 месяцев является членом этого объединения. Я еще раз подчеркну, географическое наше положение и сложившиеся традиционные экономические связи нам не позволяют одномоментно найти замену тому большому рынку сбыта, который мы имеем в лице наших соседей в рамках Евразийского экономического союза. Это 40% экспорта. То есть, если мы выпадаем из этого объединения, то мы автоматически будем терять эти рынки сбыта, вместо нас туда придут другие участники, и заменить эти рынки сбыта у нас нечем. Согласно предоставленной информации, рост экономических показателей за полгода составил 3,5%. Темпы роста инфляции по сравнению с прошедшими годами не составили большого роста. Также он отмечает и другие положительные показатели. С введением новых правил с 10 марта товары, которые пересекают границы страны ЕС, не требуют заполнения многих документов. Вместо этого предприниматели должны проинформировать об этом заранее представителей налоговых служб. Кыргызстан стал полноценным членом Союза в августе 2015 года. В рамках организации между его членами, представляющими Кыргызстан, Россию, Казахстан, Белоруссию и Армению, существует договоренность об упрощенном пересечении границ товаров странах-членов Союза. Однако предприниматели недовольны высокими требованиями стран-участников, не позволяющими свободному перемещению товаров.
Раньше китайских товаров было больше, сейчас стало меньше, а российских товаров мы еще не закупали. Пока. Трудно сказать, что какие-то изменения произошли. Это раз. Во-вторых, вы видите, у нас пустой базар стоит, все закрытые. Из-за того, что у нас никаких изменений нету, мы еще хуже становимся, реализации нету. Товар, потому что мы не можем покупать, потому что очень большие цены, а люди хотят немножко подешевле. Я лично про себя могу сказать, на мне это никак не отразилось. Продукты где-то, наверное, подешевели. А так, а торговля, ну, наверное, общий кризис влияет. Ее просто нету. По данным Национального статистического комитета, рост цен на продукты после вступления в объединение составил 3,5%. Участники пресс-конференции отметили, что такой рост не связывают со снижением цен на бензин. В то же время, по прогнозам экспертов, в этом году также не ожидается рост цен на мировых рынках на черное золото. Продолжим наш разговор вокруг темы вступления страны в Евразийский экономический союз вместе с экспертом, доктором экономических наук Айлчи Сарыбаевым. Добро пожаловать в нашу студию, Айлчи Мырза. Вот уже полгода, как Кыргызстан стал полноправным членом Союза наряду с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Россией. Тогда говорилось, что снимаются барьеры на товарооборот, услуг капитала и рабочей силы. Скажите, пожалуйста, сколько нужно времени воплотить эти планы? Вы, как эксперт-экономист, почувствовали какие-то изменения сейчас? Видите ли, вхождение в этот союз оформлено только юридически, юридическая сторона. А вот техническая сторона, унификация законов, экономических, юридических законов и создание вот таких механизмов работы между государствами, это требует не одного месяца, а даже несколько лет. По программе, насколько я знаю, это продолжится до 2020 года, а то и до 2025 года имеются некоторые расхождения. Поэтому вхождение из одной системы в другую, это не значит, что моментально у нас будут какие-то ощутимые экономические выгоды. Наоборот, мы должны подготовиться и подготовить все юридические, экономические документы и людей обучить для того, чтобы работать в этих условиях. Сейчас за эти полгода отмечается сокращение оборота легкой промышленности вдвое. Также говорится о том, что вступление в организацию негативно отразилось на торговле. В чем реальная причина таких изменений? Это связано со вступлением в ЕС? Нет, не столько это со вступлением, сколько вот от того, что у нас были слухи, что вхождение таможенного этого союза приведет к повышению цен на товары, особенно первой необходимости, и все предприниматели начали ввозить в нашу республику, как только смогли, все виды товаров. Поэтому накопилось определенное количество товаров народного потребления промышленного характера. И они сейчас не находят избыта в связи с тем, что произошло и будут происходить дальнейший экономический и финансовый кризис практически во всех странах мира, в том числе в России и Казахстане, с кем мы имеем очень тесные связи. Поэтому вот это два фактора. Экономический кризис и то, что у нас население испытывает результаты инфляции и повышения цен, приводит к тому, что спрос на товары первой необходимости уменьшается. И в связи с этим и производство также уменьшились. Каковы ваши прогнозы как экономиста, учитывая сегодняшние реалии нашей экономики? Вхождение в такой союз – это нормальное явление. В дальнейшем на этот союз будут входить, стремиться к вхождению, свои намерения уже высказали Иран, Китайская Народная Республика, Индия тоже готова входить в этот союз. И в дальнейшем, значит, круг членов этого совета будет расширяться, будут расширяться и рынок, естественно, и Кыргызстан имеет вполне определенную возможность, высокую возможность использовать вот такую возможность для развития экономики и повышения благосостояния народа. Для этого необходимо просто работать в отношении повышения экономической и юридической грамотности и населения, и предпринимателей. Особенно
грамотность населения в отношении экономических и юридических законов тех стран, с кем мы имеем внешнеэкономические связи. Спасибо вам. Мы продолжаем наш выпуск. В ближайшие минуты московские активисты так называемого движения «Патриот» опубликовали вчера очередное видео издевательства над девушками из Кыргызстана. В Дагестане произошли террористические атаки, ответственность за которых взяли представители запрещенной в России организации ИГИЛ. Также мы расскажем об участии первого кыргызстанца на авторитетной площадке TEDx в городе Ванкувере. Активисты так называемого движения «Патриот» из Москвы вновь напомнили о себе. Они сняли видеодопрос двух кыргызок, которых обвинили в дружбе с представителями другой нации. Видео было опубликовано вчера. Источник и место, где было снято это видео, пока неизвестно. Новости из стран Центральной Азии. В соседнем Таджикистане стало известно, что житель района Пянш Шахриор Турахунов получил срок на 25 лет за связи с организацией «Талибан» и подготовки в понедельник терактов по взрыву театра, оперы и балета. По сообщениям СМИ, Шахриор в прошлом году в июле, попав в Афганистан, стал членом организации «Талибан». Он рассказал, что вместе с ним специальную подготовку прошли еще два гражданина Таджикистана, и они намеревались в понедельник взорвать Национальную библиотеку и Национальный дворец Кохи-Милат. Международные новости. Представители организации ИГИЛ взяли на себя ответственность в совершении террористических актов в Дагестане. В результате взрывов, прогремевших в городе Дербент, было убито несколько полицейских. Подробности в следующем сюжете. Взрыв у поста ДПС в Дербентском районе Дагестана прогремел около 9 утра в понедельник. Автомобиль «Лада» остановили для проверки документов у села Джамикент на юге-востоке республики. По данным местных правоохранительных органов, двое сотрудников полиции погибли. Около 17 человек получили ранения. Помню, как все, сколько все летело. Я сначала думал, что-то с моей машиной, что ли, газовый бак взорвался или что. Обернулся назад, увидел машину взорванную, «Газель». И понял, что это теракт. Маме говорю, мама рядом сидела. Я говорю, походу это теракт. Ответственность взяло на себя так называемое кавказское подразделение, запрещенное в России группировки «Исламское государство». Сообщение «Вилаят Кавказ» появилось в Твиттере. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник местных правоохранительных органов сообщает, что взрыв устроил 23-летний студент по фамилии Талибов, учившийся в Астрахани. В последний раз подобное нападение на полицейских в Дагестане произошло в 2013 году. Общественный деятель Эмиль Умиталиев вручил подарки Марату Исаеву, спасшему, рискуя жизнью, гражданку России. В качестве награды он вручил бесплатные авиабилеты на перелет из Москвы в Бишкек и обратно. Марат Исаев вместе с сотрудником полиции спас женщину от поезда, когда та упала на рельсы в состоянии эпилепсии. Его также за проявленную храбрость наградил именными часами президент Алмазбек Атамбаев. Вчера на авторитетной площадке TEDx провел презентацию собственных проектов известный кыргызский журналист Бектур Искендер. Мероприятие прошло в канадском городе Ванкувер. Из сотен заявок со всей планеты только 20 участников получили возможность выступить. Участниками проекта стали активные граждане, сумевшие внести изменения в жизнь общества через создание уникальных проектов. Отмечу, что данное событие проходит ежегодно и не является коммерческим мероприятием. Он направлен на то, чтобы создать площадку для обмена передовыми идеями, историями успеха. На площадках конференции, названной «Одна большая идея», в прошлом выступали такие лидеры, как экс-президент США Билл Клинтон, лауреат Нобелевской премии Джеймс Уотсон. Мы рассказали о самых важных новостях дня. До скорой встречи!